Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. И мы с вами узнаем, почему он выбрал вас, зачем ему именно вы. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Но прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие и любимые, я хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон! Итак, пожалуйста, настраивайтесь, загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему и спросите напрямую: мой милый дорогой, зачем ты выбрал меня? Зачем тебе я? И пусть ваш мужчина ответит. Ну, а я вам все это перескажу. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как все тут сложно, как все тут перепутано. Мои хорошие девушки, женщины, кто зашел на эту отсыпку, понятно, что у вас не один мужчина на всех, и это будет собирательная информация, но тем не менее, раз вы здесь, случайности не случайны, вам необходимо это услышать. Так, мои хорошие, смотрите, мужчина, вот честно, сам себе говорит, что вы лучшая из женщин, кого он когда бы то ни было знал, встречал в своей жизни. То есть ни до вас, ни после вас, ни одна другая женщина не сравнится по шарму, очарованию, уму, интеллекту, чувствам, нежности, да, вот с вами. Ну нет такого, понимаете? Вот вы одна единственная, вы для него как открытие. Открытие, которое, ну, он до сих пор изучает, он до конца вас еще не понял и навряд ли поймет. Вы такая загадочная, вы такая необычная, вы всегда его удивляете, понимаете? Он с вами всегда в таком состоянии, да, а что ждать дальше? Она сейчас меня удивит, а сейчас что-то необычное произойдет, да? Вот как нет банальности, нет рутины с вами. Вы, понимаете, вот отличаетесь от других женщин тем, что вы, во-первых, ни от кого не зависите. А для мужчин это же прям пунктик, да, чтобы женщина от него зависела. Они так самоутверждаются. Вы не такая, вы никогда не будете зависеть. Вы можете сказать раз, если он вас не услышал, вы пойдете и сделаете сами, да, вы никого ждать не будете. Либо наймете человека, который сможет это сделать. Вот, он сначала психовал из-за этого, а теперь он такой, ну вот она такая, да, она не будет ждать. И если я хочу ей угодить, то я должен вот с первого слова понять и все сделать. Иначе она сама, да, все решит. Плюс я вижу, что вы как-то по-особенному, ну не знаю, как правильно сказать, вы любить умеете, вот, вы умеете любить так, как не могут большинство женщин. То есть ваша любовь, она какая-то, как, знаете, как дар, как благословение, как тепло, которое снисходит на человека, которого вы любите. Вы и любите, и заботитесь. Вы очень бережно относитесь, бережно. Вы и защитить можете. И в то же время как-то вот если поругаете, то поругаете ласково, нежно, так, чтобы человек не обиделся, чтобы комплексовать не начал. Но и в то же время, чтобы понял, что от него хотят. Вот как-то вы умеете, да, вы умеете, вам это дано. Многие люди вообще любить не умеют. Не то чтобы кого-то, себя любить не умеют, а вы умеете, по-настоящему умеете. И, знаете, счастлив тот человек, кто любим вами. Неважно, это мужчина, ребенок, кто-то из родственников, либо просто друг подруга, да. Вы везде любить умеете, всех любить умеете. Но у вас небольшой круг общения, потому что у вас самые избранные.
Да? Вы себя не тратите на людей, которые этого не заслуживают, этого недостойны. И вот этому он тоже очень сильно удивляется, поражается, как вы умеете видеть людей. Вот вы человека не знаете, по первому взгляду вы можете определить, хороший это человек или нет. Склонен ли человек к каким-то преступным действиям, либо наоборот, человек вот прям само воплощение доброты. То есть даже если человек ведет себя абсолютно положительно, но вы можете учуять в нем, да, какие-то нотки зла. То есть неоднократно это бывало, и вы ему, скорее всего, про каких-то его друзей говорили, никогда не ошибались. И каждый раз у него прям мурахи по телу бегали, он такой, блин, как она могла знать, да, откуда она это узнала, как она это определила, да, вот безошибочно чувствуете, выбираете людей. В вашем окружении большинство людей очень хорошие, такие же, как и вы. Но, конечно, там за некоторым исключением, там вот просто необходимость, да, необходимость по работе с кем-то общаться, необходимость там поддерживать не очень приятные родственные отношения, да, вот пришлые родственники, допустим. Но вот это и есть. Но с другой стороны, вы себя стараетесь окружить именно хорошими людьми. Мужчина очень многому у вас научился, вы ему на очень многое открыли глаза. То, что он раньше не замечал, не видел, ему и в ум не приходило, да, в голову не мог себе взять, что бывают какие-то вещи, что нужно на что-то обращать внимание, либо как-то по-особому кому-то, к чему-то относиться. Очень многому вы научили. Он за тот срок, пока был с вами в отношениях, он как будто бы, я не знаю, там энциклопедию прочитал, да, вот прям 100 томов прочитал, очень многое узнал. И вы как-то обучаете ненавязчиво, да, вот в разговоре, в шутке, да, вот не тыкаете пальцем, что вот ты дуралей, ты не знаешь, ха-ха-ха, хи-хи-хи, да, вы так никогда не делаете. Вы очень по-умному это делаете, так что человеку интересно, и человек весь во внимании, да. То есть можно даже сказать, что вы прирожденный учитель, наставник, да, может быть, это ваша карьера, вы учились на преподавателя, на воспитателя, может быть, это есть в вас, но еще это не реализовано. Да, из вас бы прекрасный коуч получился, прекрасный наставник, вы умеете учить, вы умеете передавать информацию. Но опять же, вы очень грамотный человек, вам есть чему научить. Есть чему научить. Есть люди, которые вот сугубо вот такие книжные черви, да, вот они где-то что-то прочитали, заучили, и потом они это, знаете, как роботы повторяют. Вы нет, вы нет. Вы очень вкусно, очень интересно даете информацию. Конечно, мужчина вами заслушивается. Иногда, конечно, он может немножечко там взбунтоваться, ну, типа... Я же тоже не пальцем деланный, да, я же тоже там что-то знаю, какими-то знаниями обладаю. Но при этом, поверьте, он везде вас цитирует, он везде пользуется вашими советами. Он пробовал не пользоваться, и очень все плачевно закончилось. А когда начал пользоваться вашими советами, раз, и смотри-ка, мне везет, а мне прям счастье улыбается, а вот тут у меня получилось, и здесь у меня получилось, да. То есть вашим умом живет мужчина. И, конечно, он этому рад. Конечно, вы для него как, знаете, счастливый случай. Благодаря вам его жизнь меняется в лучшую сторону. А ну как, кто будет бесплатно человека просвещать, обучать, наставлять? Никто не будет. Знания стоят денег. А тут ему так повезло. Да? И женщина шикарная. И во всех отношениях самое лучшее, да еще меня и обучает. Конечно, он себя чувствует прям на коне. Да, благодаря вам ему действительно стало больше вести по жизни. Он это ощущает, он это понимает, он это признает. Да, благодаря вам, благодаря тому, что вы знаете, тому, что вы умеете. Плюс, скорее всего, энергетически вы, знаете, вот такая наполненная, и энергетики у вас так много, что вы ее даже раздаете. Вот есть ситуации, когда людей вампирят, а есть ситуации, когда человек раздает. Вы раздаете, особенно даете тем, кого вы любите. Да, очень много туда энергии уходит. Конечно, у него и силы прибавляются, и он меньше болеет, у него повышается иммунитет, он становится более выносливым.
он более сильным становится, да, меньше стресса, меньше каких-то напряжений у него идет, да и в постели сил больше становится. И он это прекрасно понимает, он отдает отчет. Скорее всего, он вам и сам говорил, что раньше вот у меня постоянно были неприятности, постоянно какие-то проблемы, прям как из рога изобилия на меня сыпались. Там, я постоянно из болячек не вылазил. Да, может, там, иммунитет у него был прям совсем хиленький, слабенький. А благодаря вам вот все поменялось. Поменялось именно в плюс, в свет поменялось, не в минус, не в темноту. Конечно, он же не глупый. Все это он прекрасненько уже просек и такой довольненький, счастливенький. А ну-ка, женщина прекрасна, вы ведь очень прекрасная женщина. Скорее всего, вы как скромный человек не хотите этого признавать. Там, может быть, скрупулезно к себе относитесь. Может быть, там все время в себе изъяны ищете. Но женщинам это свойственно. Да? Неважно, сколько лет, даже самые молоденькие девочки там чем-то могут быть недовольны. Там типа грудь небольшая, либо наоборот очень большая, там нос там с горбинкой, либо курносой, да, вот есть какие-то недостаточки, которые вы в себе видите, но поверьте, люди, которые вас окружают, не видят в вас недостатков, вот просто не видят. Вы для окружающих само совершенство. Прям в чистом виде совершенства. Конечно, мужчина это видит, он видит, как другие мужчины на вас смотрят. Он не слепой, также он не глухой, он слышит, что люди о вас говорят, как вами восхищаются. Кстати, не только мужчины вами восхищаются, но и женщины. Там вот разговор, например, ой, мне б такую фигуру, да, либо ой, мне б такую грудь, да, мне б такие волосы. Конечно, он это слышит. И он такой, знаете, сам для себя улыбается, думает, ха-ха, куда там, да, это моя девочка, это моя женщина. Вижу, что вы иногда, конечно, ссоритесь, и эти ссоры в основном всегда провоцирует мужчина. Да? И вы думаете, вот, конечно, тут красиво так рассказываю, что он восхищается, меня любит. Тогда зачем он меня провоцирует? А я вам по-другому скажу, он вас не провоцирует. Просто он еще от старой жизни отойти не может. В своей старой жизни, до вас, которая жизнь была, он был очень агрессивный человек. Может быть, он считал, что в этом и есть его сила, вот в проявлении агрессии, в проявлении вот этих актов, выпадов, да, вот напасть, вцепиться, как этот бульдог, да. Это его прошлая жизнь, это его прошлый опыт. Он много лет до вас так жил. Может быть, среда у него такая была, да, что нужно было просто все выгрызать. Может быть, он из многодетной семьи. Может быть, он рано осиротел. Да, вот приходилось все выгрызать в жизни. И эта манера общения, она у него сформировалась годами. Конечно, он и сам понимает, что это неправильно. Вы ему показали другой путь, вы ему показали другие возможности. И, конечно, он у вас учится. Но старое, оно ведь прям вгрызлось в него, да, вот прям врослось. И очень сложно от этого избавиться. Да, он иногда нетерпелив, но вы умеете с ним обращаться, вы умеете его осадить. Иногда, конечно, когда вы уставший, и он еще под горячую руку вам попадется, можете и послать. Но с другой стороны, он каждый этот урок он запоминает и понимает, что в будущем надо все-таки над собой работать, да, чтобы такого не допускать. Что с вами такая манера общения, она не пройдет. Либо если он будет продолжать так общаться, то это очень плачевно для него закончится. Вы одна точно не останетесь. Такую женщину, как вы, вот прям с руками, с ногами оторвут. А ну-ка, красавица и умница. А он такую, как вы, больше никогда не найдет. Да и в принципе он искать не будет, потому что он вас любит. Ну, то есть он не сможет вас ни разлюбить, ни забыть, понимаете? Он будет просто обречен на одиночество. И он это прекрасно понимает. Прекрасно понимает. Если вы более возрастные люди, вы думаете, господи, там молодые девчонки вокруг него крутятся, он у меня там симпатичный, состоявшийся, вы тоже не правы. Понимаете, неважно сколько лет. Дело не в возрасте, здесь дело в личности. Вы настоящая целостная личность. Людей, таких как вы, их единицы вот по всему миру. Очень многие люди, ну вот они такие шалтай-болтай, да, вот у них там
то стрессы, то паники, то сами не знают, чего хотят. Вот как эти кузнечики, да, прыгают, да, с травинки на травинку. Очень переменчивые. Кто-то ищет денег, кто-то ищет славы, кто-то ищет там еще чего-то. Вы ничего не ищете. Ваша жизнь для вас понятна. Вы живете свою жизнь так, как вы ее хотите прожить. Вот в этом ваша сила. И этот мужчина учится этому умению у вас. Понимаете? Да, бывает иногда, вот я вижу, что ссоры иногда бывают, но опять же, это не ваша вина, это его вина. И он с этим в себе внутри борется, он пытается это все искоренить. Старые повадки, старые привычки. Ну, привычки — это же хуже, чем болезнь. Да? Попробуй выведи эту привычку, особенно если ты много лет с ней прожил. Так, еще я у вас вижу какие-то спорные моменты, вот когда вы полностью расходитесь во мнении. Опять же, мужчина из-за своих этих привычек может топить до последнего, но с другой стороны, он всегда понимает, что вы правы, что вы никогда не будете, да, вот говорить голословно, что у вас всегда есть аргументы, и аргументы очень серьезные. Вот. Но с другой стороны, его характер, да, который не позволяет ему так быстро адаптироваться, либо быстро меняться, он сам себе иногда не рад. Вот я вам серьезно говорю. Кстати, возможно, он уже не раз задумывался о посещении, может, там, психолога, психоаналитика, да, чтобы что-то в себе изменить, проработать. Вот эту горячность, вспыльчивость, дрочливость эту свою, да. Ведь он такой, если что, сразу начинает там петушиться. Вот он думал об этом. Может быть, даже уже с кем-то переговоры ведет, да, чтобы на прием ходить. Он понимает, что ему это мешает, и понимает, что нужно все-таки быть как вы, в себе уверенным человеком, выдержанным, сдержанным. Да? Он это все прекрасно понимает. Зачем ему вы? Для счастья, для любви. Ну, тут ответ очевидный. Видите, крыша. Чтобы семью создать, одним домом жить, да? Чтобы счастливым стать. Ему с вами очень хорошо. И он понимает, что вам не всегда с ним хорошо, но он пытается над этим работать. Я это вижу. Пытается... Вот у кого-то еще мужчина очень такой ревнивый, да? Ревнивый. Вы думаете, почему он не ревнует? Он ревнует, потому что он боится вас потерять. Здесь не какое-то воспитание, религия и прочее. Здесь именно страх, что он вас потеряет. То есть вот этой своей ревностью он пытается вас оградить от других мужчин. Он понимает, что это глупо, да, и, скорее всего, из-за этой ревности он быстрее вас потеряет, чем оградит, да. Вы человек свободный, вы никому не позволите себя держать на привязи, на цепи. Вы не позволите себя закрыть в 4 стенах. Это прям не ваша жизнь, это не ваша судьба. И вы никогда на это не пойдете. А силы у вас достанет, чтобы любую цепь разорвать, да, чтобы любые стены развалить. Это он тоже уже убедился на своем опыте, он уже это видел, на что вы способны. Ну вот, видите, что есть, то и есть. Да, вы ему очень... Он понимает, что он без вас пропадет. Все. Вот если вы уйдете, вот что-то случится, да, и вы уйдете, то он уже все. Да, вот хоть ложись, помирай. А кому он нужен, да? А где он еще такую женщину найдет? Таких больше нет. И знаете, это как держать в руках выигрышный лотерейный билет там, на миллионы, ундециллионы, и его просто потерять. Конечно, он себе этого не простит. Конечно, ему такая жизнь не нужна. И, девочки, даже если вы захотите от него уйти, поверьте, это тяжелый случай. Он будет цепляться во ноги, он будет рыдать, он будет просто вот вас везде преследовать. Он не сможет вас отпустить. Он так к вам привык, он так уже, ну вот как подсел на вас, понимаете? Вот все, как бы я без нее не могу. Вот это четко здесь показано. А ради вас он буквально готов на что угодно. Вот в данном даже случае, вот сейчас, в разрезе здесь и сейчас, он готов на что угодно. Понятно, что он может об этом не говорить, либо он может говорить, а вы можете и не верить, да? Скажете, да, ну шутит, да, он так прикалывается. На самом деле это правда.
Он не видит своей жизни без вас, он не видит своего будущего без вас. Мечта его очень банальная и простая. Это общий дом, это счастливая семья, это вы и он, и чтобы вот никто не лез, не мешал, да? Чтобы вы жили в таком порядке, вот с семейной парой, жили, не ругались, счастливы были, чтобы все у вас было хорошо. А это так, видите, тут все четко показано. Вы нужна ему для любви, для счастья, для жизни, для будущего. Но у него нет будущего без вас, он его не видит, и он этого очень сильно боится. Отсюда ревность, отсюда конфликты, отсюда вот его эти странные выпады, да, странности в поведении из-за страхов. Кстати, вот знаете, у многих отыграется, что мужчина достаточно закомплексованный человек, и опять же, корни идут с его детства, с среды обитания, семьи, да, вот что там в семье происходило. Может быть, мама очень такая, знаете, была, там палец гнула. Может быть, как раз-таки мать как бы и отсутствовала в его жизни. Может, она и была, но она как бы ни на что не влияла, и мальчик просто недолюбленным вырос. Да? Для мальчиков очень важно, чтобы мама любила, да? Чтобы мама вот любовь показывала свою. Вот. А тут он вас встретил, понимаете, и вот весь его этот недостаток в любви, он полностью перекрылся. И он такой: боже, вот это жизнь, вот это счастье, так вот чего мне не хватало. Да, вот как-то так у него картинка жизни поменялась. Знаете, я вижу вас хорошей парой, да, конечно, непростые отношения. Вы учитель, он ученик. Ну, вот так случилось, так случилось. Хуже было бы, если бы он был учителем, а вы были бы учеником. Поверьте, так бы было гораздо хуже. С другой стороны, я вижу ваши знания, я вижу ваши способности. Вам есть чему научить. Вот не зря я вам говорила, что, скорее всего, у вас дар к преподаванию, к обучению других людей. Попробуйте себя в этом. Просто вот попробуйте, для себя попробуйте. Мне кажется, что это прям абсолютно ваше, и вы можете полностью 100% в этом реализоваться. Но вплоть до того, что вы можете делиться, да, вот в интернете, допустим, смотрите, тот же YouTube, вы можете открыть свой каналчик и делиться с женщинами своим жизненным опытом, да, рассказывать там истории своей жизни. Почему нет? Почему нет? Это тоже знание. Не тоже, кстати, денег стоит. Вот. Попробуйте. Попробуйте. У вас точно получится. Ну, вы здесь, да, действительно учитель, он ученик. И это лучшая комбинация для мужа и жены. Вот поверьте, лучшая. Лучше не придумаешь. Все равно в паре кто-то ведет. С вашим характером вы никому подчиняться не будете. С вашим характером лучше, чтобы вы были учителем, да, и вас ученик слушался. Это прям идеальная картинка. Впереди вас эти мужчины ждет много интересного. Тут какие-то помехи могут быть, но с его стороны. С вашей стороны я вижу вашу реализацию. И вижу, что мужчина, он то ли помогать вам будет в вашей реализации, то ли спонсировать вашу реализацию. То есть он еще как бы и роль свою сыграет, да? Не мужа, но, например, спонсора, либо помощника, да, вот как-то так мне идет. Это вас еще больше сблизит. Еще больше, еще как прорастете сильнее друг друга. Ну, вы мне идете очень хорошей парой. Вы как пара небесам угодно. Возможно, высшие силы вас в пару и поставили, да, для того, чтобы вы счастливыми людьми были. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.